Почему советское поколение так скучает по Советскому Союзу? Тому есть много причин, но я сегодня хочу поговорить о психологии колониализма. Хотя Советский Союз не был колонией, империей в прямом классическом понимании этого слова, но основные характеристики колониальной политики там были. Колонизатор прекрасно знает, что он идет в новые страны для того, чтобы угнетать и обогащаться за счет этой страны. Для этого, чтобы проводить массовое насилие, колонизатор придумывает разные мифы о том, что он великий народ, который идет спасать примитивных дикарей. Советский Союз к этому добавил еще и миф о братстве, миф о большом брате, миф о том, что мы несем освобождение, цивилизацию и технологический прогресс. Колонизатор включает машину пропаганды, и через какое-то время все поколение в это искренне верит. Мы идем спасать людей, помогать, обогащать, развивать. Здесь важно понимать, что у колонизатора никогда нет цели развивать колонизированные страны. Все, что он хочет, это обогащаться, выкачивать материальные и человеческие ресурсы. Каким путем он это делает? Он лишает местное население собственной идентичности. Самый простой путь колонизировать разум – это лишить человека его языка. Когда у человека отбирается язык, он теряет связь поколений. Самый главный миф, который приносит с собой колонизатор, это миф о величии своем. И здесь всегда есть обратная сторона. Если эта культура великая, значит другая примитивная. Да? И сегодня, когда люди говорят о своем народе, о своем языке, как о неразвитом, как о примитивном, о своем языке говорят, что он слабый, он небогатый, это результат многолетней пропаганды. Это когда люди смотрят на себя глазами колонизатора. Когда нам говорят, что колонизатор дал нам доступ к своей великой культуре, да, отлично, он нам дал доступ к русской культуре. Мы знаем и читаем, и любим Достоевского, Толстого, слушаем Чайковского. Но какой ценой? Что нам со всем этим делать? Прежде всего, деколонизировать свой разум. Как мы можем это делать? Усиливать свой язык, усиливать свою культуру, знать, понимать, слушать, интересоваться. Ни в коем случае нельзя обвинять тех людей, которые плохо знают свой язык и свою культуру. Это не было их выбором. Нужно понимать, что это была пропаганда, это была планомерная русификация населения. На это тратились деньги и силы. И точно так же, чтобы вернуть силу своего языка, нам нужна поддержка. Поддержка нужна личностная, межличностная, дружеская и государственная. То есть только так мы можем восстановить свой язык, культуру и свою идентичность. Нужно непременно. Всякое восстановление начинается с того, что мы называем вещи своими именами.